Я сердце детям отдаю, без капельки, без сожаления. В мир творчества я их веду, в них пробуждая вдохновение. Я руку помощи подам тем, кто печален и несчастен. Несет нам радость, красота, пусть в мире будет больше счастья. Я сердце детям отдаю, как солнышко его берите, поверьте в доброту мою и всем по лучику дарите. Уважаемые друзья, сегодня мы отмечаем 100-летие со дня рождения ветерана педагогического труда, заслуженного учителя школы Республики Башкортостан, отличника просвещения РСФСР Клавдии Федоровны Ждановой. Вы очень легендарный человек для Уфы, как минимум, для республики, как минимум, для России, как минимум. Но 60 лет последних вы живете и работаете в нашем городе, в нашей республике. Вы отдаете всю себя, все эти годы, и ни одно поколение, особенно на работников системы среднего специального образования, знает вас лично и обязано вам многим. Мы очень действительно горды, что у нас такие люди, которые... Вы же не просто преподавали, вы же не просто отдавали для одного училища, вы организовывали ту систему среднего специального образования, которой сегодня гордится наша республика. Поэтому, уважаемые профессоры, я вас искренне от лица Совета ректоров Республики Башкортостан искренне поздравляю с этим большим, серьезным, классным, здоровским праздником. Дай Бог, чтобы еще много лет вы жили в удовольствии, чтобы вы видели только хорошее от этой жизни, Аллах, чтобы все было у вас действительно в жизни хорошо, чтобы радости от детей, от внуков. Разрешите мне от имени, по поручению, вернее, ученого совета нашего университета наградить вас медалью Сухомлинский. Это высшая награда нашего университета. Я думаю, я был убежден, что уже штук 10 есть. Правда, Федоровна оказалось, что нет. Но несмотря на то, что сегодня погода жаркая, и жаркую погоду обещает еще много, но дай Бог, чтобы вот эта шаль, она согревала вас долгими осенними, зимними, весенними вечерами. Клавдия Федоровна, дорогая наша, любимая, многоуважаемая, я хотела начать вот с такими строками. Спокойный взгляд, особенная стать, в глазах простая мудрость и покой. Учителем не всякий может стать, с горящим сердцем, с пламенной душой. Вот именно такой мы запомнили вас, ваши многочисленные тысячи выпускников нашего учебного заведения. Мне посчастливилось сидеть у вас на уроках русского языка и литературы. Вот все наши выпускники, которые сегодня продолжают ваше дело, работать с нашими студентами. Но мне, наверное, повезло больше, чем некоторым выпускникам, потому что я почти что 15 лет работала рядом с вами. И вы знаете, я с гордостью сегодняшним студентам, уже своим выпускникам говорю, вы знаете, наверное, редко кому удавалось побывать на юбилее своего педагога, на 90-летнем, на 95-летнем. И я очень рада, что сегодня присутствую на 100-летнем юбилее. И я очень надеюсь, что мы все соберемся еще и на 105 юбилее вашего оптимизма, бодрости духа, крепкого здоровья, долголетия. Мы вас все очень любим и уважаем. Спасибо. Следующий юбилей будет в обновленном концертном зале 2-го года. Просто я что хочу сказать про наше училище. Это вообще необыкновенные люди. Это космос, понимаете? Каждый человек, вот в нашем училище, я имею в виду, это космос. Совершенно необыкновенный, талантливый. Да мы и живем-то с вами
на Млечном пути, на конце Млечного пути. Мы тоже ведь космические люди, поэтому все у нас тайно, все прекрасно, все сложно, все непонятно, все, и в то же время все доступно. Поэтому я за то, чтобы космос художников, космос музыкантов жил активной жизнью. Я за то, чтобы наше музыкальное, художественное образование шло рядом со всеми видами образования. И еще одна умная мысль была. Надо не учить, а научать. А научать – это не совсем то, что научить просто. А научать надо только личным примером. Личным примером. И научать можно только личными поступками. А просто сказать, что война сложилась там, скажем, в июне 41-го года. А я начала работать до войны еще учителем. До войны, представляете, 80 лет назад начала учителем работать в Красноярске. Так, там, что я могла дать ребятам? Особенно парни там были железнодорожники. Что я им могла дать? Да, поэтому я их тогда не могла научить. Да. Не могла. А научила я тут. За счет того, что 26 лет подряд возила студентов по всему миру, можно сказать. Научила тем, что была с ними с утра до ночи в училище. Научила тем, что сама читала то, что я рекомендовала им читать. Научила тем, что я сама старалась вести себя прилично, порядочно, не оскорблять, не унижать людей, а надеяться только на их будущее. Вот здесь сидят мои бывшие выпускники, которые закончили в 80-м году, художники. Такие самоуверенные, тоже как космос, тоже вот все космос там, необыкновенные, самоуверенные. Они говорят, мы лучшая группа училища. Чего не решили, что не лучшая группа? Чего решили, что лучшая группа? Тут сидят музыканты, которые закончили в 68-м году, это первый мой выпуск. Им уже самим по 70 лет, уже дети, внуки там, повзрослые. Они говорят, мы музыканты, мы в первые выпуски, это самые лучшие, самые верные, самые надежные. Самые лучшие. Вот это чувство, что ты самый неплохой, что ты космический, что ты выдающийся, что ты необыкновенный, что ты все можешь, что у тебя все есть силы, все есть, все у тебя, все в руках у тебя. Есть силы, возможности. Федор Гаврилович знает, что все мы можем тоже. Все мы можем. И поэтому надо держаться так, чтобы и за 100 лет было хорошо, чтобы каждое мгновение человек осмысливал, чтобы осознавал все это хорошо и надеялся бы на лучшее, понимаете? Мы подпитываем друг друга надеждой, верой, оптимизмом, подпитываем. А чем старше, тем одинокий человек. Вот чем более лет проживает, тем более одинок. Чтобы избежать одиночества, держитесь друг за друга. Хвалите друг друга, хвалите свое училище, хвалите себя, хвалите, скажите, лучше меня нет. И будет хорошо. Все, спасибо вам большое. Спасибо, уважаемая Надя Федоровна.